Живу я 3 месяца здесь. Документы мои уже сделали. Теперь меня отправят в Пензикен, дом-интернат для пожилых людей. Спасибо им большое. У Людмилы Майдановой нет детей, а муж умер несколько лет назад. Одинокая женщина поверила людям, которые обещали принять ее в свою семью и увезти в Новосибирск, заботиться о ней и оберегать, если она продаст квартиру в Душанбе и отдаст им деньги. Уже в Новосибирске новые родственники перестали быть добрыми, отзывчивыми и нередко избивали пожилую женщину. Людмила сбежала от них и через таджикское посольство вернулась на родину. Сейчас она живет в территориальном центре помощи пенсионерам и инвалидам города Душанбе вместе с такими же одинокими и обездоленными людьми. Вот уже 11-й месяц, да, посольство даже не помогает. Как они не могут определить, где я родилась, там созвониться или как, правильно? Не могут дать мне паспорт или хотя бы какой-то документ. Понимаете, для того, чтобы я попала в дом престарелых. Я не могу попасть в дом престарелых, потому что у меня нет паспорта. Заколдованный круг получается, ребята, понимаете? И вот что мне самое... Конечно, мне очень обидно. Маргарита в прошлом потеряла российский паспорт и лишилась комнаты в общежитии. В этом центре она проживает уже 11 месяцев. Хотя по правилам люди живут здесь до полугода, пока им оформляют все документы и затем перенаправляют в дома-интернаты. Но отправить Маргариту в интернат не могут без паспорта. Российское посольство не торопится восстанавливать ее документы, хотя обещали сделать это неоднократно. Процентном, если сказать, где-то 85% наших посетителей – это наше русскоязычное население, которое в свое время делали огромный вклад в развитие Таджикистана. На данный момент у многих из них уехали дети, оставили их и не хотят их взять с собой в другие страны. В столичном территориальном центре помощи пожилым и инвалидам одновременно проживает до 25 человек. У каждого своя печальная история. Здесь им восстанавливают документы, пытаются найти родню, которая бы их приняла, и лечат. Помимо жителей стационара, ежедневно в центр приходит около 80 пожилых людей и инвалидов, у которых есть жилье в столице. Но сами они не могут позаботиться о себе. Наби Хамидов приходит сюда, чтобы поесть 3 раза в день, постирать одежду или получить новую. И сын мой сказал жене: если ты его будешь кормить, я тебя выгоню из дома. Меня он 2-3 раза сбил, чтобы ушел я из этого дома. Клуб вышивания и общения дает возможность инвалидам и пожилым людям занять себя делами, поговорить друг с другом по душам. Кроме того, в центре его обитателям помогают психологи и юристы. Также имеется медицинский пункт, где имеются все необходимые лекарства, аппарат ЭКГ. Мы при необходимости снимаем электрокардиограмму, посылаем на консультацию к различным докторам, и то необходимое лечение, которое они назначают, мы им предоставляем. Центр предоставляет помощь не только пожилым и инвалидам, но и бездомным, обращающимся к ним. Эта категория людей приходит обычно в зимнее время, когда наступают холода. Тем, кто хочет вернуться к нормальной жизни, устроиться на работу, помогают. Но есть и те, которых называют сезонниками и знают практически в лицо, но их все равно принимают, потому что для руководства центра любая человеческая жизнь дорога, будь то бомж или пожилой человек. Анушер Болнарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.